ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Четверг, 10:30, городадминистрация. Семинар совещания председателей общественных советов. Присутствует не только Ухта, но и Усинск, Удара, Троицко-Печорск и другие регионы республики. Одна из центральных тем дискуссии – спайсы. Помимо чисто медицинских проблем, у этого вопроса есть и социальная составляющая. Например, родители не хотят, чтобы их дети учились с теми, кто употребляет наркотики. Правда, сегрегация в школе по какому-либо признаку вариант явно не из лучших. Как видят, решение проблемы сами люди. На протяжении месяца мы собирали предложения. Предложения собирали по всей республике. Из личных встреч нам удалось при личных встречах собрать 201 предложение. И встречались с разными людьми, с чиновниками, с родителями, с лидерами общественных мнений, с ветеранами. Но здесь, опять же, практика показывает то, что, к сожалению, конечно же, откликнулись в первую очередь те, кто уже так или иначе с этой проблемой, она его коснулась семей, коснулась детей, и разговаривали с родителями тех, кто, к сожалению, уже своих детей похоронил. От людей поступает предложение ужесточить наказание распространителям, вплоть до смертной казни, как в азиатских странах. Кроме того, есть инициатива ввести обязательное тестирование обучающихся на всех уровнях, чтобы определить, кто уже пристрастился. Обследование, в том числе и на употребление спайсов, стоит порядка 550 рублей. Однако на сегодня все только добровольно. Информация по поводу возможности и необходимости бесплатного обследования было распространено в нашей больнице через управление образованием практически во всех школах. До настоящего времени, что является для меня очень большим вопросом, обращений родителей с целью профилактического обследования не было ни одного. Из той информации, которая подается в плане мониторинга детской больницы и горбольницы, мониторинг отравлений спайсами, с января по апрель этого года поставлен на профилактический учет 22 подростка. Во второй части семинара собравшиеся побеседовали о том, что называется «Куда нам двигаться дальше?». В частности, озвучили результаты работы Общественной палаты Республики Коми, поделились опытом и указали на проблемные места. Впрочем, Ухта на хорошем счету. Ухта входит как раз в своеобразный такой рейтинг, и Ухта начинает этот рейтинг в числе тех, кто начинает этот рейтинг с точки зрения хорошо работающих общественных советов, умеющих выстраивать диалог не только с населением, с общественностью, но и с руководством. Глобальный семинар совещания отнюдь не разовое событие. Обмен опытом и разбор полетов общественных советов планируется проводить раз в полугодие.